Я учился в Испании, учился во Франции. В детстве я хотел быть поваром, но мои родители немножко так не думали, поэтому первое мое экономическое образование, и какое-то время я посвятил работу в банке. Потом уже, когда вырос, поменял профессию. Я начинал сразу с профессиональной кухни. Я уволился со Сбербанка с должности его начальника отдела и пошел простым линейным поваром. И за 8 лет построил карьеру в общепите. Первый месяц было очень тяжело, наверное, потому что ты привык к сидячей работе. Тут рабочая стоячая, работа стоячая, она более тяжелая. Смены по 14-16 часов. Но есть какая-то своя атмосфера, которая тебя затягивает на кухне. И поэтому с первых, может быть, недель было уже комфортно работать, поэтому я решил больше не прерывать, то есть получать знания и развиваться именно в этой профессии. Нет, на самом деле я люблю мясо, все кондитеры любят мясо. Потому что, когда ты работаешь с большим количеством сладкого, тебе хочется мяса. Когда повар работает с большим количеством продуктов, ему хочется сладкое. Такое есть на кухне. Поэтому я к десертам не очень прям как-то фанатею от десертов. Какие-то вещи мне, конечно, нравятся, но стараюсь употреблять не слишком много количества сахара. Потому что постоянно всегда сладкое, и нужно себя как-то немножко в форме держать, потому что так можно вообще отъесться, и потом в цех не зайдешь. Я работал какое-то время поваром, и в Испании, в школе Марии Селяни, открылся такой факультет, именно консультирование кондитерских, то есть обучение с разовыми шефами. Там больше 5 европейских шефов. И то есть они передавали свои знания в области бизнеса, именно там пекарни, кондитерки, ресторанов. То есть весь общепит, весь сладкий мир в разных направлениях. То есть производство, пекарня, кондитерская, ресторан. То есть было интересно учиться, и мы учились там на протяжении 2 лет. Ездили туда, получали базовые знания. И так, наверное, пошло, что в один прекрасный момент с поварского я просто перешел на кондитерское, потому что она больше мне нравится. То есть там больше процессы, более сложнее, более интересные. То есть в качестве много нужно знать по профессии. Очень много химических, физических каких-то вещей. Поэтому затянуло, и все. И я начал получаться, и я начал в этом развиваться. Сама должность в том, что ты как шеф, то есть как технолог, можно сказать, который рабочий шеф, у тебя должен быть определенный уровень багажа знаний и багажа опыта. Ты можешь открывать проекты, то есть проекты под ключ, брать у людей деньги, открывать проекты, делать эти проекты рентабельными, то есть и люди начинают зарабатывать денег. И чем больше люди зарабатывают денег, и чем больше ты открываешь проектов, тем больше у тебя работы. То есть, получается, у меня был такой пример, я в Хабаровске один крупный проект со слойкой открыл, он получил несколько номинаций, и после этого проекта я открыл сразу 6 проектов концептуальных по всему Дальнему Востоку, похожих, только в разных городах. То есть, вот так получается. То есть, моя задача увеличить доход предприятия, то есть сделать какой-то ребрендинг, если нужно поменять, или открыть проект под ключ. То есть много направлений. Нет, в России ты такое обучение, к сожалению, не получишь, потому что в России только начали сейчас открываться какие-то кулинарные школы, но во Франции и в Испании, и в Италии, и в других каких-то странах это престижная профессия. Повар, кондитер, это как банковский работник, как врач. То есть сейчас шеф-повара, они как рок-звезды, да, то есть сейчас уровень дохода у медийных шеф-поваров, шеф-кондитеров очень-очень хороший, да, то есть поэтому, когда ты получаешь большое количество денег, ты можешь в себя вкладывать, ездить, путешествовать по разным городам, привозить эти технологии, а здесь нету такого, да, то есть институты, которые наши, они, ты ничего там особо не научишься, там повар 5-го разряда, то есть ты научился резать морковку, но это совсем другая история. То есть ты или идешь на практику сразу, то есть с нуля начинаешь в ресторане и потом вкладываешь, и начинаешь себе вкладывать деньги, и потом... То есть образование за границей, оно намного функциональнее, чем образование в России. Именно по общепиту, по ресторанному, по технологическим процессам. То есть проще учиться за границей, да, как, допустим, сделал я, и поступил на химфак. То есть у меня вторая вышка – это химфак. То есть я разбираю
химические процессы продуктов, да, то есть какие-то химические, биологические, но при этом я получаю базу за границей. Потому что если идти там на технолога общественного питания, ну, это уже немножко не, ну, это уже не интересно. Ну, то есть как бы это немножко другой уровень. Меняются продукты, меняются ценности, меняются у людей, появляется вкус, появляется культура питания, и то, что было 10 лет назад, оно уже не работает. Ну, то есть нужно привозить новое и развиваться. Но у меня нету кумиров, мне нравятся какие-то некоторые шефы, за которыми я слежу, но они все европейцы. Ну, это Цедрик Грюле, который один лучший кондитер мира, там Пьер Эрме, Джорди Бордос, но они все такие, как бы у них всех свой есть концепт, у них есть свое имя, ну, то есть можно их перечислять, их там больше 15 шефов, за кем я слежу, но это совсем другой уровень. То есть если посмотреть даже Мария Гюшон, который на Netflix, у него есть сериал про шоколад, у него Академия шоколада есть своя, и вот он там, посмотреть его уровень, конечно, это вообще небо и земля, то есть, ну, нам еще русским кондитерам, там, поварам еще учиться, и не переставая это можно делать. То есть это все практика, ну и, конечно, сырье. Должно быть качественно, чтобы все это делать. Но мне нравится проект, в котором я работаю, «Сладкие мечты», они сейчас очень много вкладывают в новый свой продукт, то есть они открывают большое крупное производство, модернизируют. Мне нравится, что они вкладывают деньги в ребят, ну, в сам цех, то есть переходят полностью на натуральные продукты, ну, интересно. Потом некоторые такие проекты, как Банами, несколько ресторанов, ну, которых мне больше так понравились, есть тут неплохие. Ну, здесь еще можно работать и работать, поэтому здесь очень маленькая, как сказать, конкуренция, потому что здесь еще можно открывать проекты и открывать. Но их не так много, чтобы то здесь можно работать и работать. У меня планы сейчас поменялись в сторону, наверное, западной России. Здесь закончится у меня контракт, я поеду в сторону Запада, ну и больше я как бы модернизирую свои знания в онлайн, ну и у меня своя онлайн-школа, и как бы также я продолжаю учиться во Франции, но делаю себе график более свободный, потому что, ну, я уже слишком много времени потратил на кухне, сейчас хочу просто все свои знания модернизировать, немножко по-другому начинаю зарабатывать деньги, чтобы был более свободный график. Но онлайн-школу буду открывать проект для кондитеров, для профессионалов, то есть, ну, то, что делаю я сам, то, что допустим, нужно по работе по бизнес-процессам с предприятиями, то есть как оптимизировать расходы, что сейчас актуально. То есть я привожу технологии какие-то с Запада, с других стран, и их как бы показываю, да, то есть и при этом людям как бы помогаю увеличить доход на своих проектах. Также для любителей, для обычных людей, которые хотят поменять профессию, ну или вообще, которые хотят научиться тортики. То есть там будет все под группам, ну такой проект большой, интересный, поэтому сейчас мы им конкретно занимаемся. То есть хочешь любителем стать профессионалом, учишься, потом идешь на стажировку, то есть или просто стажировку, или уже есть готовый бизнес, то есть там несколько будет направлений. Но нужно работать и вкладывать в себя деньги, поэтому по-другому не получится, к сожалению. Опыт и деньги, вложенные в себя, никто не отнимет, поэтому нужно и развиваться, и путешествовать, и менять свой кругозор, и то есть не привязываться к одному предприятию, да, как некоторые, допустим, профессионалы есть по 5-10 лет работают на одном предприятии, это уже не актуально сейчас. То есть 1-2 года, то есть куда-то съездил, постажировался, 1-2, или ну, кто-то свой бизнес открывает. Сейчас очень много проблем с кадрами после коронавируса, потому что когда была волна коронавируса, очень много закрылось общепита, очень много людей потеряло работу, и поэтому в общепит неохотно возвращаются. Ну, то есть проекты прям закрывались, то есть там по 30-40% людей просто сокращали, потому что, ну, все мы были в пандемии, сидели дома и ходили в масках, и общепит вообще, в принципе, не работал. Поэтому сейчас самое время начать, и, пожалуйста, заходите работать. Работы хватает, не хватает кадров. На Дальнем Востоке вообще очень большая проблема с кадрами, потому что работа сама по себе такая тоже. По 14-16 часов на кухне работать, это уже как бы надо любить это дело.